Так, пошла съемка. Все, катим дальше на Якутск. Знаменательное событие настало у нашей машины. Пробег 100 тысяч. Такая природа вокруг. Машин никого. Сейчас расскажу вкратце. Вкратце расскажу, что было тут с машиной у нас. Куда поставить? Вот тут поставишь. За эти 100 тысяч километров. Короче, машина в сентябре забрали. Было на ней со Швеции пробег 2036 километров. Короче, не все 100 тысяч мы накатали. Своим ходом ее кто-то пригнал. И все. И вот, не знаю, она снимает вообще? Нет? Да, просто. Вот, видите, километраж. 9999.9. И поехали. Едем. Чуть-чуть осталось. О, и буксанули на 100 тысячном километре. Ну, мы стали чуть в подъемчик. Ну, чуть в подъемчик не считается. Она на приключении любит так побуксовать. О, что-то долго, слушай, 100 метров проезжаем, да? В общем, сейчас подытожу. О, есть 100 тысяч. Ура, ура, ура. Короче, за все это время 2 ТО мы сделали. Первое на 30 тысяч километров, на всякий случай пораньше. Потом думали менять через 40. Но не могли записаться на ТО, поменяли через 50 тысяч километров. На 81 что-то тысячи пробег был. А первое ТО 31 в Челябинске, а второе ТО в Артеме. Фильтра, всякое такое, в общем, штатное мероприятие. Из каких-то поломок у нас ни разу не загорался ни чек никакой по двигателям, там всяких проблем не было. Значит, по гарантии у нас фара навернулась сразу, примерно, когда мы на Крым еще поехали с Москвы. Сразу выскочило это сообщение, потом не могли долго записаться, задефектовать ее, да. Сиденье мы сами починили, поворотное там тоже, да, пикало все время, типа поставьте сиденье прямо, а оно стояло прямо, как бы, не знаю. Отключили датчик, который показывает, что пассажир сидит. Да, пассажир сидит. И все закончилось. Макс починил. Потому что эти вольвисты даже сиденье на место нам не поставили, а смотрим, сиденье слезло. И сняли эту подушку и отсоединили датчик. Значит, ну и по гарантии нам поменяли 2 подушки передние, они потрескались, убегал воздух. Подушки кабины имеется в виду. Подвеска кабины. Масло там кто-то спрашивал, доливаете, не доливаете. То есть, когда новая была, там чуть-чуть проехали, писала типа низкий уровень масла. Щуп доставали где-то посередине, показывало чуть меньше середины. Так на всех Volvo говорят. Ну да, мы в Артеме купили потом 5 литров. Из них 2 залили, и до сих пор наши остальные 3 с нами ездят. Больше не доливали ни разу, ничего. От замены до замены, грубо говоря. Потом, это было до первого ТО мы доливали еще масло. После первого ТО 50 тысяч проехали, ничего не доливали. Все, уровень был, все нормально. Ну и что в целом, я не знаю, сейчас я скажу, сколько тут есть в компьютере. Сервисная информация, это, по-моему, нет? Нет, это не то. Сюда. Сейчас я стану, наверное, на этот. Данные автомобиля, вот они. Вот общий пробег 100 тысяч километров. Вот этот? 100 тысяч километров пробег. И сколько она там съела чего? На паузу поставьте. Израсходовано дистоплива 35 тонн. Ну, короче, посмотрите. На холостом ходу что-то 10 дней проработало, не знаю.
как она это считает. У нас есть подозрение, что машина, когда включает нейтралку и выкатывается, она считает это тоже в холостой ход, скорее всего. Потому что мы столько не... У нас машина все время едет, и мы все время на автономке. Получается 10 суток. В общем, в целом все нормально. Вот нам надо только разобраться с ленивцем, потому что он для Якутии это вообще не дела. Вот так вот подводить. Наверное, будем плевать на гарантию и прошивать его. Потому что это вообще... Все мимо проезжают, мы стоим. Как прикол какой-то. Ну и все, и будем следующую машину брать, уже делать какие-то выводы организационные. Наверное, возьмем лошадей побольше, до колес побольше, до всего побольше, в общем. И будем смотреть дальше. Так, получилось. В общем, такое отчетное видео. 100 тысяч проехали. Как раз до Якутска у нас осталось сейчас, ну, что-то в районе 100 километров. Хотим вот доехать, чтобы еще было светло, и по лени, по льду ехать, чтобы по светлому. Ну, посмотрим. Как раз тютелька в тютельку, наверное, с темнотой приедем. В общем, все, такой короткий рассказ. Что, все в машине в порядке. Ничего не глючит, все нормально. Ездить можно. Ну, 100 тысяч, честно говоря, для грузовика это вообще не показатель. Так что будем там после 500, наверное, делать какие-то выводы про надежность хотя бы. Все, давайте, всем удачи, пока.